Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. На старости лет без крова, пенсии будущего. Репортаж из бомбоубежища в Донецке. Немецкие ультраправые против иммигрантов-мусульман. И акция протеста у посольства России в Вашингтоне. Сначала новости от коллег в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. При обстрелах они закрывают собой своих детей. В перерывах между бомбежками, как умеют, чинят школы и детские сады. Пытаются заработать хоть какие-то деньги, чтобы прокормить свои семьи. Ухаживают за ранеными солдатами. Труднее всего тем, кто в годах. И сейчас им уже не важно, откуда летят снаряды. Со стороны украинской армии или боевиков. Они не верят никому. Женщины Донбасса. Как у предыдущих войн, у этой войны не женское лицо. С востока Украины вернулась моя коллега Шахида Якуб. И вот очередная страница ее дорожного дневника. Пробраться к этим бабушкам в подвале оказалось непросто. Совсем недавно около этого здания батальон «Восток» установил свою очередную стратегическую позицию, что значительно затрудняет посещение старушек посторонними, в том числе и добровольцами с гуманитарной помощью. Дом, в котором жила 69-летняя Валентина Ивановна, был обстрелян в июле прошлого года. А снаряд, слава богу, не взорвавшийся, залетел вот в это окно. У нас отопления нету, ни воды, ни отопления. А как жить? И потом снаряд попал или мина, я не знаю. Сниматься она немного постеснялась, сославшись на то, что выглядит неважно. Пенсии ей никто не платит. Кто-то в Киеве заморозил денежные переводы. Сын ее живет далеко, и рассчитывать Валентине Ивановне приходится только на гуманитарную помощь. Вчера, например, принесли банку тушенки и макароны, первые за прошедший месяц. Вот и перебиваются. Вчера привезли нам гуманитарку. По полкилограмма рожек и одну тушенку 350 грамм. Все. А что она открыла эту банку, пришла, говорит, она вкусная, но мало. Согласившись привезти меня по подвалу, который во время боев стал бомбоубежищем, а сейчас просто превратился в ПМЖ этих старушек, Валентина Ивановна знакомит меня с соседкой, 72-летней Верой Ивановной. Это вообще даже несовместимо с жизнью. Если бы я вам показала свои кости, вот смотрите, во что я превратилась. То скелет настоящий, было 68 килограмм. А сейчас вообще уже ужас один. Это ж без всякой брехни, посмотрите, одни ребра. Шкура и ребра. Я ж не вру. В следующей комнате живет Евдокия Германовна. 75-летняя женщина страдает артритом, лекарств нет, подвал сырой. Я как вспоминаю, как летели снаряды, я сидела, меня закинуло в это самое там в углы и кинуло на меня весь балкон и стекла и все. Я боюсь теперь ходить туда и не хожу. Редко когда хожу. Страшно очень. Кажется, что снаряд будет лететь на меня. Все эти женщины просто брошены на произвол судьбы. И если бы не добровольцы, хоть иногда довозящие сюда гуманитарную помощь, они бы просто умерли с голода. На старости лет все эти бабушки остались без крова. И самое страшное – это безызвестность, так как никто не знает, сколько им еще придется здесь оставаться. Главная тема в Донбассе – это «помоги себе сам». Деревни разрушены, об их восстановлении никто не говорит, поэтому люди сами, кто как может, отстраивают свое жилье. Ждем деньги, деньги не дают, детские не дают. Еще не получали детские деньги даже. Так вы от гуманитарки до гуманитарки живете? Ну да. Что было, металл, что погорел, поплавился, поздавали. Металл дешево принимают. От копейки до копейки. Мы едем в Степановку, деревню, одну из наиболее пострадавших во время боевых действий. Доезжаем до центра, подходим к группе женщин, стоявших около продуктового магазина. У нас выпускной, конечно, испортили очень сильно своими истребителями, когда бомбили таможню. Все, у нас детки в садике выпускной у нас был, нас испортили. Школу и детский сад жители Степановки отстроили сами. Вот сюда в здание упал снаряд. Здесь просто ремонтировалось здание. Здесь были голые стены, здесь был шлакоблок. Просто частично был по комнатам гипсокартон, частично.
Есть вообще даже потолка не було. Сюди ходили все село, ходили родители. В течение 2 месяцев мы сделали это здание. Мы, сами родители, училися хто що мог. І шпаклювали, і красили, і мазали. Не умеючи. Мы не мастера. Как и все мамы, эти женщины беспокоятся за детей и их будущее. Давал ребенок, он спал в ящике из-под картошки. В ящике из-под картошки спали, за закрома из-под картошки спали для картошки он спал, ему 2 годика. Он сейчас спит с Мишкой и кричит, говорит, потому что дядя стреляет. Где-то там стреляет, он говорит, а меня Мишка защитит, потому что дядя стреляет. Вот это так вот у нас. Несмотря ни на что, сдаваться жители Степановки не собираются и намерены отстроить деревню еще краше, чем она была. И радует те, что, возможно, в будущем все-таки мы будем жить хорошо. Даже не то, что возможно, мы будем жить хорошо. И дети наши будут хорошо жить. Шахида Якуб специально для настоящего времени. И ситуация на Донбассе ухудшается, сообщает ОБСЕ в очередном отчете своей миссии. За сутки наблюдатели зафиксировали 69 случаев нарушения режима прекращения огня, 32 из них со стороны украинских войск, 37 боевиков. Мы попросили прокомментировать эти цифры со стороны Киева спикера Совета национальной безопасности и обороны Андрея Лысенко. Эта информация не есть корректной, поскольку нами зафиксировано только со стороны боевиков нарушение этого режима 40 раз. Украинские военнослужащие не ведут наступательную тактику, они находятся в обороне. Поэтому неудивительно, что представители ОБСЕ зафиксировали огонь и со стороны украинских военных, которые вынуждены были отвечать на массированные обстрелы боевиков. Со стороны непризнанной Донецкой Народной Республики данные ОБСЕ о нарушении перемирия комментирует министр иностранных дел так называемой ДНР Александр Кофман. На самом деле подобные данные за гранью добра и зла. Произошел обстрел со стороны Украины. Пострадали наши мирные жители. Мы даем ответный залп. Это считается нарушением перемирия или нет? Вот, непонятная вообще структура их подсчетов. Но то, что ни разу Донецкая Народная Республика, я уверен, не могу подтвердить фактически, но уверен, что точно так же и Луганская Народная Республика не нарушила перемирие первыми. Украина сегодня одна из главных тем новостей в США. Вашингтон призывает Москву немедленно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко и других заключенных украинцев. Коллеги, ждем от вас подробностей. Идет 4-я неделя голодовки, которую объявила в российской тюрьме украинская летчица Надежда Савченко. В Твиттере началась кампания за ее освобождение под хэштегом «Освободить Савченко». Пресс-секретарь посольства США в России Уилл Стивенс пишет в Твиттере: «Почему Россия продолжает удерживать украинских заложников? Время освободить Савченко». Госдепартамент США в очередной раз также призвал к ее немедленному освобождению. Мы приветствовали обмен некоторых заключенных. Сотни остаются в плену. Мы вновь заявляем о том, что осуждаем Россию, которая удерживает украинских заложников, в том числе и на российской территории, включая члена украинского парламента Надю Савченко и кинопродюсера Олега Сенцова. Мы понимаем, что госпожа Савченко ведет голодовку, протестуя против условий своего содержания под стражей и испытывает дополнительные проблемы со здоровьем. Мы призываем немедленно ее освободить, как и остальных украинских заложников, удерживаемых Россией. 6 числа каждого месяца в любую погоду и в любой день недели к российскому посольству в Вашингтоне приходит молодой человек с самодельным плакатом, на котором по-английски написано: «Пока хоть один человек остается в цепях, никто не может считать себя свободным». 6 число выбрано не случайно. Это протест против арестов на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Пикетчик требует освобождения узников Болотной и других российских политзаключенных. Репортаж Фатимы Тлисовой и Андрея Дегтярева. Вторник удивил вашингтонцев обильным снегопадом и непривычным морозом. От холода отказывала даже аппаратура. Однако погода не заставила Олега Латника отказаться от традиционного пикета у здания российского посольства. Он стоит здесь за тех, кто сидит в России. Олег требует освобождения политических узников. Я хочу добиться того, чтобы были освобождены все политзаключенные в России, все заложники путинского режима. Потому как все мы прекрасно знаем, что они сидят абсолютно невиновные люди, находятся в заключении, в тюрьмах, в лагерях.
Олег убежден в силе действия, даже когда он один воин в поле. Со временем, он уверен, рядом с ним станет больше людей. 6 января неравнодушных было 4. У каждого из них на родине, в России, своя история преследований, унижений и арестов. Именно поэтому они здесь, на морозе, а не в тепле своих домов. Ну, в какой-то степени это можно считать уже такими достаточно серьезными репрессиями, когда власть вместо того, чтобы решать какие-то задачи, проблемы, возникающие в обществе, вместо того, чтобы улучшать здравоохранение, улучшать образование, занимается тем, что удерживает свою власть и пытается притеснять всех несогласных, это уже ведет к тому, что с каждым следующим шагом власть будет делать все серьезнее и серьезнее какие-то шаги, опаснее и опаснее для тех людей, которые не согласны с режимом шаги. А это уже, на самом деле, прямиком путь в 1937 год. 15 января правозащитники планируют организовать уже массовую акцию у российского посольства. На странице события в Фейсбуке о своем участии заявили несколько сотен вашингтонцев. Фатима Тлисова, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Каждый час военной операции в Ираке против радикальной группировки «Исламское государство» обходится американским налогоплательщикам $312,5 тысяч. Есть даже специальный сайт, который это подсчитывает. Помимо кампании, проводимой американскими ВВС с воздуха, по указу президента Обамы туда были отправлены свыше 2000 американских военнослужащих. Они занимаются в основном обучением иракских солдат. Общественность интересуется, каковы успехи кампании. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что на территории Ирака боевики занимают в последние 3 недели в основном оборонительные позиции. Мы, например, знаем, что очень существенно повлияли на их возможность получать доходы от нефти. Мы это знаем. Мы уничтожили многие сотни транспортных средств, артиллерийских позиций, КПП. Мы знаем, что уничтожили сотни их боевиков. И мы знаем, просто глядя на карту, потому где они сейчас и как мало они передвигаются, что мы замедлили тот темп, который у них был в начале. Они теперь не так свободны в своих маневрах. Они не захватывают новые территории, и они заняли более оборонительное положение. При этом представитель Пентагона добавил, что достигнутого прогресса недостаточно. Исламисты все еще контролируют Мосул, продолжают угрожать городу Бейдже, а также религиозным меньшинствам. В Нью-Йорке на этой неделе были тяжело ранены 2 полицейских, на этот раз при попытке задержать вооруженного грабителя в Бронксе. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, что известно об этом инциденте? Об этом инциденте известно то, что этот инцидент не был связан с тем, что происходило до этого последние месяцы в Нью-Йорке, а противостояние между мэром города и полицейским управлением. Полицейские были ранены при исполнении служебных обязанностей. Что касается конфликта между мэром и полицейским управлением, он продолжается, он не разрешен. И в последние несколько недель нью-йоркские полицейские устраивают так называемую итальянскую забастовку. Вот они очень мало выписывают штрафов за мелкие нарушения, очень мало проводят арестов за мелкие нарушения, намного меньше, на порядок меньше, чем за тот же период, примерно год назад. И это очень беспокоит жителей Нью-Йорка, потому что они боятся, что уровень безопасности в Нью-Йорке значительно снизится из-за вот такой итальянской забастовки нью-йоркских полицейских. Вообще нужно сказать, что уровень безопасности в последнее время в Нью-Йорке очень высокий, самый высокий со времен Вьетнамской войны 60-х годов. Это касается и вообще уровня безопасности во всех Соединенных Штатах. Это связано со многими показателями, может быть, с экономической ситуацией, это связано с уровнем и доступом к огнестрельному оружию. Но мы не знаем, чем закончится этот конфликт между мэром и полицейским управлением, и мы надеемся, что они все-таки смогут конструктивно работать в будущем. Да, и что это останется без негативных последствий. Спасибо, Виктория. На связи со студией была наш корреспондент в Нью-Йорке Виктория Купчинецкая. Президент США Барак Обама предложил властям Франции любую помощь, которая может потребоваться для того, чтобы привлечь к суду террористов, ответственных за сегодняшнюю атаку в парижском офисе сатирической газеты «Шарли Эбдо». Цитата. «Франция и великий город Париж, где произошла эта жестокая атака, многократно подавали миру пример ценностей, которые будут существовать гораздо дольше, чем полное ненависти видение этих убийц». С подробностями о теракте наши коллеги в Праге.
12 человек, в том числе и главный редактор, погибли в результате стрельбы в парижском офисе сатирического журнала «Шарли Эбдо». Не менее 10 человек получили ранения, половина из них в критическом состоянии. На своей твиттер-странице «Шарли Эбдо» разместили карикатуру на лидера террористической организации «Исламское государство». По словам очевидцев, трое нападавших, вооруженных автоматами Калашникова, были одеты в типичную для джихадистов одежду. Их лица скрывали черные маски, они при этом кричали «Аллах Акбар». Нападавшие скрылись в Париже, продолжается операция по их поиску и задержанию. К нации обратился президент Франсуа Олланд. Франция сегодня переживает шок. Шок от атаки. Без сомнения, атаки террористической. Как я уже сказал, мы переживаем крайне сложный момент. В последние несколько недель были предотвращены несколько терактов. Мы знаем, что нам, как и многим другим странам, угрожают. Угрожают потому, что мы свободная страна. Отмечу, последний раз на редакцию журнала нападали в ноябре 2011 года. Было это, напомню, после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. Марши против мигрантов из мусульманских стран продолжают сотрясать немецкий Дрезден. На этот раз на улицы города выходят 18 тысяч сторонников праворадикальной партии. Подробности в репортаже Рейтер. Мария Яблонская. Сторонники движения под названием «Патриотичные европейцы против исламизации Запада» собирались на митинг в темноте. Мэрия Дрездена намеренно отключила подсветку в центре. Участники акции выступают против приезда в Европу иммигрантов из мусульманских стран. Их акции проходят в городе каждую неделю. В понедельник на митинг пришло рекордное количество людей – около 18 тысяч. В руках они несли плакаты с надписями «Против религиозного фанатизма», «Против религиозных войн в Германии». Число сторонников этого антимусульманского движения стремительно растет, что беспокоит власти страны. В день проведения очередной акции националистов канцлер Ангела Меркель призвала немцев последовательно выступать против ксенофобии и антисемитизма. Священнослужители в Кёльнском соборе решили в знак несогласия с проведением антиисламского митинга отключить иллюминацию. Их примеру последовали власти Берлина, и Бранденбургские ворота погрузились во мрак. Так же поступили и в Дрездене. В Кёльне, как и в некоторых других городах, прошла демонстрация против митингов националистов. Она собрала в 10 раз больше людей, чем акция антиисламистов. В Берлине было такое же соотношение. За толерантность и против ксенофобии вышли 5000 человек, в то время как противников и мигрантов набралось около 400. По всей Германии в акциях против правых радикалов приняли участие более 22 тысяч человек. Оценить нынешнюю ситуацию с волнениями и сделать прогнозы, к чему могут привести подобные акции протестов, мой коллега Александр Касаткин попросил корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера. Юрий, в Германии традиционно большая турецкая диаспора, насчитывающая, по некоторым данным, более 4 миллионов человек. То есть фактически в 60-е годы турок было синонимом слова «мусульманин». Какова ситуация сейчас и почему именно в последнее время активизировались антиисламские настроения? Существует ли какое-то антиисламское лобби? Я думаю, что антиисламское лобби существует, и оно даже в какой-то мере существует в рядах разных партий политических. Что касается мусульман Германии, то они действительно представляют собой выходцев из разных стран. Довольно большая прослойка, гораздо меньшая, чем турецкая. Это выходцы из арабских стран, из разных арабских стран. И вот там часто ситуация в общинах неблагополучна. Там очень высокий процент преступности и организованной преступности, в частности, в сфере продажи наркотиков. И очень многое другое, связанное с тем, что число мусульман в Германии увеличивается, пугает часть населения Германии. Это касается и проблем, например, школ. В тех местах, где мусульмане компактно живут, немецкие школы становятся школами турецкими или мусульманскими, где дети говорят между собой, так их большинство, на родном турецком языке, и немецкие дети даже
испытывают затруднения по изучению своего родного языка в таких школах. Поэтому проблем, связанных, как раньше говорили, с мультикультурностью Германии, и связанных с тем, что Германия принимает довольно много беженцев и будет принимать беженцев, что подчеркнула Ангела Меркель, критикуя Пегиду, что беженцев из Сирии мы будем принимать, и будем принимать беженцев из других мусульманских стран. Юрий, насколько турецкая диаспора интегрирована в политику Германии, в ее экономику и общество? В целом ситуация с турецкой общиной благополучна. Что мы видим и по представительству выходцев из Турции в немецкой политике. Нынешним сопредседателем партии «Союз 90 Зеленый» является Джем Оздемир, человек турецкого происхождения. Есть две женщины-министра турецкого происхождения. Одна в земле Нижняя Саксония, а другая государственный министр по делам миграции и интеграции при сегодняшнем федеральном правительстве Ангелы Меркель. И турецких деятелей искусств популярных в Германии довольно много. То есть турки являются частью Германии, и это уже как бы ни для кого не является проблемой. Этнические споры и межкультурные конфликты способны усилить экономические проблемы. Вновь время передавать слово в Вашингтон. Наташа, чем обернется рекордное падение цен на нефть? Сейчас расскажем. Да, действительно, Сергей, опасения экономистов по поводу того, что мировые цены на нефть скоро упадут до рекордно низких отметок, вновь подтвердились. Еще в конце прошлого года многие аналитики, особенно в Америке, были не склонны строить столь негативные прогнозы. Однако на этой неделе цены на нефть-сырец упали ниже $48 за баррель, спровоцировав обвал на фондовой бирже. О главных причинах такого падения в материале Вадима Оленичева. Начало нынешней недели повергло в состояние шока товарно-сырьевые биржи мира. В понедельник мировые цены на нефть упали на 5%, во вторник еще на 3%. В результате ведущий индекс Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones за 2 дня рухнул более чем на 500 пунктов. Такое значительное падение говорит о том, что ситуация с ценами на нефть теперь серьезно тревожит и международных инвесторов. Всего пару месяцев назад эксперты американского финансового гиганта Bank of America Merrill Lynch утверждали, что период самого резкого за последние 2 года снижения цен завершается. Однако на мировом рынке наблюдается переизбыток сырья, что двигает цены вниз. Подешевлению нефти также способствовало заявление Министерства нефтяной промышленности Ирака. В минувшее воскресенье оно сообщило, что намерено увеличить экспорт нефти в текущем году, при том, что объем поставок из Ирака уже стал рекордным за последние 34 года. Пока что рядовым американцам это обещает лишь дешевый бензин и стабильность цен на многие товары. Однако в долгосрочной перспективе дешевизна нефтепродуктов может ударить по энергетическому сектору США и негативно повлияет на создание рабочих мест в стране. Дальнейшее обесценивание энергоносителей грозит поставить на колени экономику России, которую вдобавок тормозят введенные мировым сообществом санкции. Это только усиливает давление, которое сейчас испытывают власти России, и потенциально означает, что им, возможно, потребуется пойти на деэскалацию политической ситуации с целью добиться отмены всех эмбарго. Все это означает, что эксперты из 18 ведущих банков США, которые не так давно назвали переизбыток черного золота краткосрочным, на этот раз ошиблись. Теперь почти никто из аналитиков не осмеливается заявить, что мировой спрос на нефть скоро опять начнет расти. По оценкам экономистов из агентства Рейтер, наиболее вероятный сценарий на 2015 год – это цена на нефть, которая окажется в 2, а то и в 3 раза ниже оптимальной отметки в $100 за баррель. Не в последнюю очередь это происходит из-за новых разработок и наращивания объемов производства нефти в США и Канаде. А значит, для традиционных стран-поставщиков настает время кардинально пересматривать свою экономическую стратегию. Вадим Оленичев, Дана Преображенская для настоящего времени. В начале недели мы обещали вам рассказать о самом интересном на международной выставке бытовой электроники, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. Об этом наш следующий сюжет. Эта супервыставка гаджетов открылась 1 января в Лас-Вегасе. Эксперты считают, что селфи – это уже устаревший формат. И в спину ему дышит селфи-дрон. Этот вариант предполагает маленькую летающую камеру, отслеживающую каждое ваше движение. Селфи-дрон можно носить на запястье как браслет, а когда необходимо, отпускать его на свободу, полетать и пофотографировать. А вот этот гаджет в виде кольца может стать вам вторым лучшим другом. Это пульт дистанционного управления для телефонов, телевизоров, ламп и других бытовых приборов.
Источник комфорта для лентяев высшей пробы. Перейдем к нательным гаджетам. Камера Snapcam от компании ION будет готова непрерывно вести съемку вашей жизни. Старенький плеер Walkman компании Sony пережил настоящее перерождение и, надо сказать, сильно подрос в цене. Теперь это устройство для меломанов стоит более $1000. Ну и, наконец, абсолютно новый мир интернет-вещей, где все от лампы до робота-пылесоса функционирует благодаря всемирной паутине. Эта выставка только приоткрывает дверь в наше электронное будущее. Возвращаем слово в Прагу. Сергей? Более 50 трейлеров и десятки иностранных туристов застряли в пути на грузинский горнолыжный курорт Гудаури. Местные дороги заблокировал сильнейший снегопад. Высота снежного покрова местами превышает 2 метра. Лавинами от внешнего мира отрезан контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Россией. Как сообщает наш корреспондент в Тбилиси, где также, кстати, снег. Выехать из Гудаури можно, а вот въехать пока нельзя. Из-за сильных метелей нельзя пересечь грузино-российскую и грузино-армянскую границы. Там вызволение заблокированных машин и их хозяев продолжается. Тем временем сегодня в Грузии ожидаются ночные заморозки. Всем, кто на эти дни наметил отпуск в Грузии, синоптики советуют повременить с вылетом. По их словам, погодная ситуация в горах изменится только дней через 5. Из Грузии в Соединенные Штаты Америка тоже страдает от снегопадов, однако они там в это время года привычны, поэтому место в новостях занимают не только погодные сводки и срочные сообщения спасателей. Наташа, продолжайте. С тех пор, как принтеры трехмерной печати стали общедоступными, некоторые их владельцы жалуются на то, что у них кончаются идеи. Ну не печатать же, в конце концов, бюсты самого себя. Однако при этом есть сферы, где технологии печати в 3D оказались действительно полезными и даже жизненно необходимыми. Ученые создали точную модель сердца человека, что в будущем может помочь хирургам лучше оценивать состояние пациентов перед операцией. Подробности в репортаже Розанны Скербул. Этот малыш только что перенес операцию на сердце. Кардиолог Мэтью Брамлетт показывает модель сердца ребенка в 3D, которая была использована при операции. Эту модель можно держать в руках. Видите это отверстие? Между двумя камерами. Хирурги обычно используют цифровые снимки при изучении мельчайших деталей сердца пациента. Мэтью Брамлетт создает на основе снимков точную реплику в медицинском колледже Университета Иллинойса, где он возглавляет программу сканирования врожденных пороков сердца. На встрече специалистов Американской кардиоассоциации он отметил, что модели, напечатанные в 3D, могут выявить дефекты, которые на цифровых снимках можно и не увидеть. Даже понимая, что дефект присутствует, на снимке мы его не видели. Потом мы действительно смогли подтвердить диагноз и изменить план операции. Это сохранило время. В будущем, полагаясь на эту информацию, мы даже сможем избегать при операции необходимой сейчас остановки работы сердца. Результаты компьютерной томографии, спектроскопии ядерно-магнитного резонанса и другие данные направляются на 3D-принтер для создания гипсовой или керамической модели. И принтер слой за слоем реконструирует сердце. Мэтью Брамлетт отмечает, насколько четко видны детали даже маленького сердца. Сердце маленького ребенка не больше яйца. Я прекрасно понимаю, что хирурги делают удивительные вещи. Но когда я вижу это сердце, меня изумляет, на что способна кардиология сегодня. Хирург-кардиолог Кэти Мальята доверяет новой технологии диагностики. По ее словам, она готова применять трехмерные модели в своей практике. Сердце — структура очень сложная, с безграничными вариациями. И как выглядит конкретное сердце, я понимаю, только вскрывая грудную клетку. Если у меня есть возможность увидеть его до операции, подержать его в руке, то я могу лучше спланировать этапы операции. Потенциально это значит больше спасенных жизней. В партнерстве с Национальными институтами здоровья Мэтью Брамлетт продолжает исследовать возможности, которые открывает 3D-печать. В настоящий момент он работает над созданием коллекции трехмерных моделей сердца человека. На этом наша программа подошла к концу. Тех, кто отмечает православное Рождество, с праздником. Сергей, до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Драфеев. Всего доброго. До свидания.